Глава 12. Проявление реальности Вселенной зависит от силы воли творения. Даже после внимательного выслушивания рассказа Даттатреи Парашурама все еще пребывал в недоумении и спросил: «О Господь, то, что ты до сих пор говорил о Вселенной, есть истина. Но даже в этом случае, как получается, что она кажется реальной для меня и других, кто и разумны, и проницательны? Почему она продолжает казаться мне реальной, даже при том, что я слышал, как ты говоришь об обратном? Пожалуйста, докажи мне ее нереальность и устрани мою нынешнюю иллюзию». Будучи спрошенным об этом, Даттатрея, великий мудрец, начал объяснять причину иллюзии, которая заставляет верить в реальность мира. «Послушай, Парашурама, эта иллюзия очень стара. Будучи ничем иным, как глубоко укоренившимся невежеством, которое ошибочно принимают одно за другое. Посмотри на то, как истинная самость игнорируется, а тело отождествляется с самостью. Пойми, что это грязное тело, состоящее из крови и костей, не относится к незапятнанному чистому разуму. Даже грубое физическое тело начинает ошибочно подменять собой кристально чистое сознание в силу простой привычки. Так и Вселенная постоянно воспринималась как реальная, так что теперь она выглядит так, как если бы она и в самом деле была реальной. Лекарство от этого заключается в изменении точки зрения. Мир становится таким, каким его привыкаешь видеть в своих мыслях и представлениях. Это утверждение подкрепляется реализацией йогами объектов, которые они долго представляют в своем воображении. Я проиллюстрирую эту точку зрения одним древним и чудесным случаем. Стоял однажды священный город Сундара в стране Ванга. Там жил один очень мудрый и прославленный царь по имени Сушена. Его младший брат Махасена был его верным и исполнительным подданным. Царь правил своим царством настолько хорошо, что все его подданные его любили. Однажды он совершил жертвенный ритуал Ашваметхи. Сноска. Ашваметха – это жертвоприношение коня, одно из наиболее важных царских жертвоприношений ведийской религии. Ашваметху имели право проводить только раджи. Целью Ашваметхи являлось обретение силы и славы, власти над соседними провинциями, а также общее благосостояние царства. В жертву приносили жеребца в возрасте старше 24 лет. После ритуального окропления водой жрецы Адхварью шептали ему на ухо мантры. Затем проводилось ритуальное убийство собаки, символизировавшее наказание грешникам. После этого жреца отпускали в северо-восточном направлении
и оставляли его скитаться, где ему заблагорассудится в течение 1 года. Любой, попытавшийся остановить коня, подвергался ритуальному проклятию. Конь и его скитания ассоциировались с солнцем и его движением в течение года. Коня постоянно сопровождали 100 юношей, родственников царя и высшей аристократии. В их обязанности входило охранять коня при всех обстоятельствах. Царь земель, по которым он проходил, должен был либо признать себя вассалом, совершающим ашваметху царя, либо сразиться с ним. Одновременно с этим во дворце царя непрерывно проводился ряд веддийских ритуалов. Ряд церемоний проводился и после возвращения коня. Под декламацию мантр Ригведы жертвенного жеребца вместе с 3 другими конями запрягали в покрытую золотом колесницу, заводили в воду и подвергали ритуальному омовению. После этого главная царица вместе с 2 другими женами царя смазывали жеребца гхи топленым маслом и украшали его голову, шею и хвост золотыми украшениями. Затем проводивший жертвоприношение брахман предлагал коню остатки вечернего приношения зерна. После этого конь, безрогий козел и дикий бык привязывались к столбам около жертвенного огня, а 17 других животных привязывались к коню. Большое число животных, как домашних, так и диких, привязывались к другим столбам на арене жертвоприношения. После этого жеребец подвергался ритуальному убиению, и главная царица начинала призывать других жен царя к милосердию. Примечание. Это жертвоприношение может быть совершено только наиболее могущественными царями. Выбранному для ритуала коню позволяется бродить повсюду, где он возжелает. Совершающий жертвоприношение царь или его помощник или группа помощников следует за ним на некотором расстоянии. Конь – это вызов царям тех стран, на чью землю он ступит. Если царь той земли решит поймать и удерживать этого коня у себя, что приводит к войне за возвращение коня, после чего которого конь возвращается, и ритуал считается выполненным. Возврат к тексту. Все наиболее отважные принцы последовали за конем во главе великой армии. Их шествие было победоносным, пока они достигли берегов реки Иравади. Иравади – это крупнейшая река в Мьянме, Бирме. Они были настолько опьяненными своими победами, что прошли мимо умиротворенного сидящего царского мудреца Ганы, не поприветствовав его. Сын Ганы заметил такое оскорбление своего отца и рассердился. Он поймал жертвенного коня и победил героев, которые его охраняли. Они окружили его, но он на их глазах вступил вместе с конем на холм Ганда.
Заметив его исчезновение в зарослях холма, захватчики атаковали холм. Сын мудреца появился вновь, но теперь уже с огромной армией, сразился с врагами, разгромил их и уничтожил армию Сушены. Он захватил много военнопленных, включая всех принцев, а затем снова вернулся на холм. Несколько воинов, которым удалось спастись, побежали к Сушене и рассказали ему обо всем. Сушена удивился и сказал своему брату: «Брат, иди к тому месту, где находится мудрец Гана. Помни, что совершающие тапас мудрецы обладают чудесным могуществом, и даже боги не в силах одолеть их. Поэтому я прошу тебя умилостивить его, чтобы он позволил тебе забрать назад принцев и жертвенного коня, поскольку уже быстро приближается время жертвоприношения. Гордость, выказываемая перед мудрецами, всегда будет посрамлена. И если их разгневать, они уничтожат мир, обратив его в прах. Обратись к нему с должным уважением, чтобы наша цель могла быть выполнена». Махасена повиновался и немедленно приступил к исполнению веренного ему поручения. Он пришел к убежищу Ганы и нашел мудреца, мирно сидящим в неподвижном положении, подобно скале. Его чувства, ум и разум находились под совершенным контролем. Мудрец, который был погружен в самость, выглядел как спокойное море, чьи волны мыслей утихли. Махасена непроизвольно распростерся перед мудрецом и начал восхвалять его. И с таким почтительным чувством он оставался на этом месте в течение 3 дней. Сын мудреца, который наблюдал за новым посетителем, был доволен этим и, подойдя к нему, сказал: «Я доволен уважением, которое ты выказываешь моему отцу. Скажи мне, что я могу сделать для тебя, и я тут же это сделаю. Я сын этого великого Ганы, необыкновенного отшельника. Принц, послушай меня. Сейчас не время для разговоров с моим отцом. Он сейчас пребывает в Кевала Нирвикальпа Самадхи. И он выйдет из этого состояния только после пребывания в нем в течение 12 лет, из которых 5 уже прошло, а 7 еще впереди». Сноска. Кевала Нирвикальпа Самадхи. Временное состояние самадхи или погруженности в самость, истинное Я. Ум при этом жив, но погружен в свет самости, поскольку в глубоком сне ум находится в темноте сновидения. И субъект проводит различия между самадхи и деятельностью после выхода из самадхи. Активность тела, органов познания, жизненных сил, ума и внимания к объектам является препятствием для устремленного к постижению Кевала Нирвикальпа Самадхи. Возврат к тексту. Скажи мне теперь, чего ты желаешь получить от него, и я сделаю это для тебя. Недооценивай меня и не думай, что я всего лишь упрямый юноша, недостойный своего отца. Нет ничего невозможного для йогов, совершающих тапас. Выслушав его, мудрый Махасена приветствовал его со сложенными ладонями и сказал: «О сын мудреца!
Если ты соберешься исполнить мое желание, то прежде я хочу обратиться с маленькой просьбой к твоему мудрому отцу, когда он выйдет из самадхи. Прошу тебя, помоги мне в этом, если это не затруднит тебя». На это сын мудреца ответил следующее: «Царь, твою просьбу сложно выполнить, но пообещав исполнение твоего желания, я не могу теперь отступаться от своих слов. Теперь я должен попросить тебя подождать 1,5 часа, в течение которых ты сможешь наблюдать за моей йогической силой. Мой отец сейчас пребывает в состоянии запредельного мира. Разве может кто-то разбудить его внешними усилиями? Жди. Я сделаю это тотчас посредством тонкой йоги». Сказав так, он сел, отвел назад свои чувства от внешнего мира, соединил входящее и выходящее дыхание, выдохнул воздух и оставался неподвижным в течение короткого времени. Таким образом, он вошел в ум мудреца и, взволновав его, вернулся в свое собственное тело. Тотчас же мудрец вернулся в этот мир чувственных ощущений и увидел прямо перед собой Махасену, простирающегося перед ним и восхваляющего его. Он задумался на мгновение, постигая всю эту ситуацию силой своих чудесных способностей. Пребывая в совершенном умиротворении и блаженстве, он подозвал своего сына и сказал ему: «Мальчик, не повторяй больше такой ошибки. Гнев разрушает тапас. Тапас возможен только в том случае, и он может беспрепятственно расти только потому, что царь защищает йогов. Препятствовать совершению священного жертвоприношения всегда предосудительно, и это никогда не одобряется добродетельными людьми. Будь хорошим мальчиком и немедленно верни коня и принцев. Сделай это прямо сейчас, чтобы жертвоприношение смогло состояться в назначенный срок». Получив эти указания, сын мудреца сразу же охладил свой гнев. Он взошел на холм, вернулся с конем и принцами и с радостью освободил их. Махасена отослал принцев с конем в город. Он был удивлен увиденным и, приветствуя мудреца, спросил его с уважением: «Господин, пожалуйста, скажи мне, каким образом кони-принцы были спрятаны на холме?» Тогда мудрец ответил: «Послушай, о царь, когда-то я был императором, правившим империей, окруженной морями. После многих лет такого царствования на меня снизошла милость Бога, и во мне появилось отвращение к этому миру, как будто я был всего лишь хламом в свете внутреннего сознания. Я отрекся от царства в пользу своих сыновей и удалился в этот лес. Моя исполненная чувства долга жена отправилась со мной. Несколько лет мы совершали тапас. Однажды моя жена заключила меня в свои объятия, и этот сын родился у нее, когда я был в самадхи. Она привела меня в чувство, оставила малыша со мной и умерла. Этот мальчик был воспитан мной с любовью и заботой,
Когда он вырос, он услышал, что когда-то я был царем, он захотел стать таким же царем и молил меня удовлетворить его просьбу. Я посвятил его в йогу, которой он занимался с таким успехом, что оказался способен силой своего желания создать свой собственный мир в этом холме, которым он теперь правит. Конь и принцы удерживались там. Теперь я рассказал тебе тайну этого холма. Выслушав этот ответ, Махасена снова спросил: «Я с большим интересом выслушал твой чудесный рассказ об этом холме. Я хочу увидеть его. Можешь ли ты удовлетворить мою просьбу?» Услышав эту просьбу, мудрец приказал своему сыну: «Мальчик, покажи ему это место и удовлетвори его просьбу». Сказав это, мудрец снова погрузился в самадхи, а его сын удалился с царем. Сын мудреца вступил в холм без всяких затруднений и исчез, но Махасена не смог вступить на территорию холма и поэтому стал звать сына мудреца. Тот также звал принца, находясь внутри холма. Затем сын мудреца вышел из холма и сказал царю: «О царь, в этот холм нельзя проникнуть с теми скудными йогическими силами, которыми ты обладаешь. Для тебя это будет слишком плотной преградой. Но как бы то ни было, ты должен попасть внутрь холма, как повелел мой отец. Оставь сейчас свое грубое тело в этой яме, скрытой кустарником, войди в холм вместе со мной в своей ментальной оболочке». Царь не смог этого сделать и спросил: «Скажи мне, святой, каким образом я должен сбросить это тело? Если я сделаю это посредством силы, я умру». Святой улыбнулся на это и сказал: «Кажется, что ты не знаешь йоги. Хорошо, закрой свои глаза». Царь закрыл свои глаза, и тогда святой тотчас проник в его сознание и извлек его тонкое тело из грубого и оставил грубое тело в яме. Затем посредством своей йогической силы святой вошел в холм вместе с этим тонким телом принца, извлеченным из грубого, чтобы исполнить желание царя увидеть империю, находящуюся внутри холма. Внутри он возвысил спящего царя до состояния сна. Царь очутился посреди необъятного пространства, в то время как святой держал его. Примечание. Астральное тело Ативахика Шарира подробно описывается в Йога-Васиштхе. Ативахика Шарира – тонкое или внутреннее тело, иногда называемое оболочкой. Его удерживают все люди после того, как покинуто физическое тело. Йога-Васиштха – религиозно-философское сочинение на санскрите. Представляет собой сборник бесед между мудрецами, собравшимися во дворце принца Рамы, чтобы передать ему духовное знание. На вопросы Рамы отвечает мудрец Васиштха, затрагивая различные темы, связанные с самоосознанием, с объяснением циклов создания, поддержания и разрушения Вселенной. Это самый большой по объему санскритский текст после Махабхараты и Рамаяны и один из важнейших текстов по йоге и Адвайта Веданте.
благодаря манере изложения материала Йога Васиштха, часто характеризуется как наиболее подходящий текст для изучения теми, кто желает понять основы индуистской философии. Возврат к тексту. Взглянув во всех направлениях, он встревожился и обратился к святому: «Не бросай меня, иначе я пропаду в этом необъятном пространстве». Святой рассмеялся, заметив его ужас, и сказал: «Я никогда не брошу тебя, будь в этом уверен. Теперь оглянись вокруг, посмотри на все и не бойся». Царь собрал все свое мужество и оглянулся вокруг. Внизу он увидел окутанные мраком ночи небеса, сияющими в темноте звездами. Он поднялся наверх и посмотрел вниз. Он оказался в области Луны, и его парализовало холодом. Защищаемый святым, он поднялся к Солнцу, и в результате был опален его лучами. И снова, спасенный святым, он пришел в себя и увидел большой мир, который был похож на небесный рай. Он отправился со святым к вершинам Гималаев, откуда перед ним предстал весь мир и вся планета. Снова наделенный чудесным зрением, он был способен видеть отдаленные страны и обнаружил другие миры помимо этого мира. В отдаленных мирах кое-где царил мрак. В некоторых земля была золотой, там были океаны и отдельные континенты посреди них, пересеченные реками и усыпанные горами. Были небесные миры, населенные Индрой и богами, асурами, людьми, ракшасами и другими небесными существами. Он также обнаружил, что святой разделился и пребывает в Сатья-локе как Брахма, в Вайкунтхе как Вишну и на Кайласе как Шива. И в то же самое время он оставался единым царем, правящим этим миром. Царь был потрясен, видя йогическую силу святого. Сын мудреца сказал ему: осмотр этих миров продолжался всего лишь один единственный день, согласно местному ходу времени, в то время как в том мире, к которому ты привык, уже прошло 12 тысяч лет. Итак, давай вернемся к моему отцу. Говоря так, он помог царю выйти из холма в этот внешний мир. Так заканчивается глава 12 об осмотре холма Ганда в Трипура, Рахаси. Глава 13. Как бодрствование и сон сходны в своей природе, а объекты суть всего лишь умственные образы. Сын мудреца усыпил принца, соединил его тонкое тело с грубым, оставленным в яме, и затем разбудил его. Очнувшись, Махасена обнаружил, что весь мир изменился. Люди, русла рек, деревья, водоемы и так далее – все было иным. Он был изумлен и спросил святого: «О великий, сколько времени мы наблюдали твой мир! Этот мир отличается от того, к которому я привык». Будучи спрошенным об этом, сын мудреца ответил Махасене: «Послушай, царь, это тот самый мир, в котором мы были и который покинули, чтобы увидеть тот, что внутри холма.
Этот внешний мир подвергся огромным переменам вследствие длинного периода времени, прошедшего с тех пор. Мы потратили только 1 день на осмотр области холма. Тот же самый промежуток времени насчитывает 12 тысяч лет в этом мире. И он, соответственно, изменился очень сильно. Посмотри на различия в манерах людей и в их языке. Такие перемены естественны. Я часто замечал подобные перемены прежде. Посмотри сюда. Это, господин, мой отец Самадхи. А здесь ты стоял прежде, восхваляя моего отца и умоляя его. Там ты видишь холм перед собой. К этому времени потомство твоего брата разрослось до 1000 человек. То, что было твоей страной под названием Ванга со столицей Сундара, теперь джунгли, кишащие шакалами и дикими животными. Среди потомков твоего брата есть один по имени Вирабху, который правит столицей Вишала на берегах реки Кшипра в стране Малва. Среди твоих потомков есть Сушарма, чья столица Вардхана в стране Дравидов на берегах реки Тамбрабхарани. Таков ход вещей в этом мире. Он не может оставаться тем же самым даже в течение короткого промежутка времени. За это время холмы, реки, озера и рельеф земли изменились. Горы осели, а равнины высоко поднялись, пустыни стали плодородными, плато превратились в песчаные участки, камни рассыпались и стали илом. Ил и глина иногда затвердевали, обрабатываемые участки земли стали бесплодными, а бесплодные земли стали пригодными для обработки. Драгоценные камни потеряли ценность, а безделушки стали бесценными. Соленая вода стала приятной на вкус, а пригодная для питья вода стала солоноватой. В некоторых странах людей больше, чем скота, другие населены дикими животными, а еще некоторые стали населенными ядовитыми рептилиями, насекомыми и паразитами. Таковы некоторые из тех перемен, которые происходят на Земле с течением времени. Но нет никаких сомнений в том, что это та же самая Земля, на которой мы были прежде. Махасена, услышав то, о чем говорил сын мудреца, лишился чувств от такого удара. Затем, когда его спутник привел его в чувство, его охватила печаль, и он оплакивал потерю своего царственного брата и сына брата, потерю собственной жены и своих детей. Через некоторое время сын мудреца утешил его печаль мудрыми словами. Будучи разумным человеком, почему же ты скорбишь и чью потерю ты оплакиваешь? Разумный человек никогда не поступает бесцельно. Действовать без проницательности – это ребячески. Подумай сейчас и скажи мне, какая потеря огорчает тебя и какой цели служит твоя печаль. Будучи спрошенным об этом, Махасена, который все еще был безутешен, ответил: «Как такой великий мудрец, как ты, не может понять причину моего горя? Как получается, что ты ищешь причину моей печали, когда я потерял все, что у меня было? Человек всегда печален, даже когда умирает только один член его семьи.
Я же потерял всех своих друзей и родственников. И ты еще спрашиваешь меня, почему я печален?» Сын мудреца продолжил со смехом: «Царь, скажи мне теперь, разве это погружение в горе наследственное достоинство? Согрешишь ли ты, если не погрузишься в печаль по этому поводу? Или ты надеешься вернуть свою потерю такой печалью? Царь, хорошо подумай и скажи мне, какую пользу ты получишь от этой печали. Если ты считаешь ее непреоборимой, то послушай, что я скажу. Подобная утрата не нова. Твои давние предки умерли еще раньше. Оплакивал ли ты когда-либо их потерю? Если ты говоришь, что кровное родство сейчас вызывает твою печаль, разве не черви в телах твоих родителей кормятся их плотью? Почему же ты не считаешь этих червей своими родственниками? И почему их потеря не вызывает у тебя печали? Подумай, царь, кто ты? Чьи смерти являются причиной твоей нынешней печали? Являешься ли ты телом или ты нечто другое? Тело – это просто совокупность различных веществ. Ущерб, нанесенный любой его составляющей, это ущерб, нанесенный всему телу. Нет такого мгновения, когда хотя бы один из его компонентов не был бы подвержен переменам. Но выведение из организма отходов жизнедеятельности не является потерей для тела. Те, кого ты называл своим братом и так далее, это просто тела. Тела состоят из грубой материи. Когда они утрачиваются, они возвращаются к грубой материи Земли, и грубая материя в конечном счете превращается в энергию. Тогда где же здесь потеря? На самом деле ты – это не тело, ты владеешь телом и называешь его своим собственным, подобно тому, как ты поступаешь с предметом одежды, которым ты какое-то время владеешь. В чем же тогда заключается различие между твоим телом и твоей одеждой? Разве у тебя есть какие-либо сомнения относительно этого заключения? Будучи чем-то отличным от твоего собственного тела, какое отношение может быть между тобой и другим телом? Разве ты когда-либо требовал подобных отношений, к примеру, с одеждой твоего брата? Зачем же тогда оплакивать потерю тел, которые никоим образом не отличаются от предметов одежды? Ты говоришь: «Мое тело, мои глаза, моя жизнь, мой ум» и так далее. Я прошу тебя сказать мне сейчас, чем именно ты являешься. Выслушав подобный ответ, Махасена задумался над ним и, будучи не в силах решить проблему, он попросил разрешения уйти на какое-то время, чтобы тщательно ее обдумать. Затем он вернулся и сказал с глубоким смирением: «Господин, я не вижу, кто я. Я обдумывал этот вопрос, и все же я не понимаю. Моя печаль совершенно естественна, я не могу ее объяснить. Учитель, я ищу твоей защиты, прошу тебя, скажи мне, что это за печаль? Каждый подавлен печалью, когда умирает его родственник. Никто, по-видимому, не знает своего собственного «я», ровно как и никто не оплакивает все потери.
Я склоняюсь перед тобой, как твой ученик. Пожалуйста, разъясни мне этот вопрос. Будучи спрошенным об этом, сын мудреца промолвил Махасене: «Царь, послушай, люди введены в заблуждение иллюзией, наброшенной ее божественным величеством. Они пребывают в страдании, что обусловлено их невежеством относительно их самости. Их страдание бессмысленно. До тех пор, пока имеется невежество в отношении самости, до тех пор будут продолжаться страдания. Подобно тому, как спящий человек глупо пугается своих собственных снов, или как глупец введен в заблуждение змеями, появляющимися на представлении фокусника, также испытывает страх и человек, невежественный относительно самости. Подобно тому, как спавший человек, который проснулся после пережитых им во сне кошмаров, или как человек, посетивший представление фокусника, а потом узнавший о нереальной природе создаваемых трюков, больше не боится их, высмеивая тех, кто все еще боится, также и тот, кто осознал самость, не только не печалится сам, но также и смеется над печалью других. Поэтому, о отважный герой, разбей эту неприступную крепость иллюзии и одержи победу над своими страданиями через реализацию самости. А пока что будь проницательным, а не таким глупым». А выслушав сына мудреца, Махасена сказал: «Учитель, твои примеры не относятся к рассматриваемой ситуации. Сон или трюки позже осознаются как иллюзорные, в то время как эта твердая и конкретная Вселенная всегда реальна и полна значимости. Она неопровержима и существует непрерывно. Как можно ее сравнивать с мимолетным сновидением?» Тогда сын мудреца ответил: «Послушай, что я скажу. Твое мнение, что примеры не по сути, есть двойное заблуждение, подобно сну во сне». Примечание. Комментарий говорит, что первое заблуждение – это представление об отделенности Вселенной от себя. А второе – это представление о том, что объекты, видимые во сне, суть иллюзия, в отличие от тех, что наблюдаемы в состоянии бодрствования. Это можно сравнить с иллюзией, когда спящий человек ошибочно принимает во сне веревку за змею. Сон сам по себе иллюзия, а ошибка – это иллюзия в иллюзии. Посмотри на сон с позиции спящего и скажи мне: не предоставляют ли деревья тень для прохожих и не созревают ли на них плоды, предназначенные для пользы других? Разве сон осознается как нечто ненастоящее и мимолетное во время самого сна? Не хочешь ли ты сказать, что сон оказывается ложным после пробуждения из состояния сна? Разве бодрствующий мир подобным образом становится ложным в твоем сновидении или в глубоком сне без сновидений? Не утверждаешь ли ты, что бодрствующее состояние не является таковым, потому что в нем имеется непрерывность после того, как ты пробуждаешься? Но разве отсутствует непрерывность в твоих снах, имеющих место день ото дня? Если ты говоришь, что это не очевидно, то скажи мне, разве непрерывность в бодрствующем мире не нарушается каждый момент твоей жизни?
Не имеешь ли ты в виду, что холмы, моря и сама Земля действительно неизменные явления, несмотря на то, что их вид постоянно меняется? Разве мир сна не является таким же непрерывным с его землей, горами, реками, друзьями или родственниками? Ты все еще сомневаешься в его постоянной природе? Тогда распространи то же самое рассуждение на природу бодрствующего мира и познай его равно недолговечный. Легко обнаружить приходящую природу таких все время меняющихся объектов, как тело, деревья, реки и острова. Даже горы не являются чем-то неизменным, поскольку их очертания меняются вследствие разрушений, вызванных водопадами и горными ливнями, разрушительными действиями людей, вепрей и диких животных, насекомыми, грома, молний и бурь и так далее. Ты заметишь подобные перемены в морях и на земле. Поэтому я говорю тебе, что ты должен исследовать вопрос тщательно. Возможно, ты выдвинешь следующие аргументы. Сон и бодрствование походят друг на друга в своей прерывистой гармонии, подобно цепи, составленной из звеньев. Ни в одном объекте нет ненарушаемой непрерывности, потому что каждое новое явление подразумевает исчезновение предыдущего. Но невозможно отрицать непрерывность основных принципов, лежащих в основе объектов. Поскольку создание сна стерто и сделано ложными в результате нынешнего опыта, то какое различие ты проведешь между основными принципами, лежащими в основе объектов сна и объектов бодрствования? И если ты скажешь, что сон – это иллюзия, и что его основные принципы равно иллюзорны, в то время как данное творение не отменяется подобным образом, и что его основные принципы поэтому должны быть истинными, то я спрашиваю тебя, что такое иллюзия? Она определяется приходящей природой наших чувств, которая есть не что иное, как появление и исчезновение ощущений. Разве не исчезает все в глубоком сне? Если, однако, ты настаиваешь на том, что взаимное противоречие ненадежно в качестве доказательства и что поэтому оно ничего не доказывает, то это подобно высказыванию, что одно только самоочевидное видение обеспечивает наилучшее доказательство. Безусловно, люди, подобные тебе, не имеют истинного видения природы вещей. Поэтому поверь мне на слово, что данный мир просто подобен миру сна. Длительные периоды времени проходят также и во сне. Поэтому наполненность смыслом и непрерывная природа во всех аспектах схожи в обоих состояниях. Подобно тому, как ты, несомненно, сознателен в своем бодрствующем состоянии, в той же мере ты сознателен и в состоянии сна. Так как эти два состояния столь схожи, почему же ты не оплакиваешь потерю своих отношений, имевших место во сне?
Бодрствующая Вселенная кажется всем столь реальной только в силу привычки. Если она будет представлена как пустая, она растворится, превратившись в пустоту. Вначале человек начинает себе нечто представлять. Затем над этим размышляет, и затем продолжительное или многократное обращение к этому делает его истинным, если не столкнется с каким-либо противоречием. В результате этого мир кажется настолько реальным, насколько человек привык видеть его таким. Мой мир, который ты посетил, является доказательством этого утверждения. Давай обойдем вокруг холма и посмотрим. Промолвив это, сын мудреца взял царя, обошел с ним вокруг холма и вернулся на прежнее место. Затем он продолжил: «Послушай, о царь, длина окружности холма едва составляет 4 километра, и все же ты видел целую вселенную внутри него. Реальна она или ложна? Это сон или нечто другое? То, что в той стране прошло за один день, равняется 12 тысячам лет здесь. Что же тогда правильно? Подумай и скажи мне». Несомненно, ты не сможешь отличить это от сна, и ты не сможешь не прийти к заключению, что мир не больше, чем просто воображение. Мой мир исчезнет мгновенно, если я перестану созерцать его. Поэтому убедись в том, что природа этого мира подобна природе сна, и не погружайся в печаль из-за смерти своего брата. Подобно тому, как порождение сна – это картины, двигающиеся на полотне ума, также и этот мир, включая тебя самого, обратная сторона картины, отображаемой чистым разумом. Этот мир – не что иное, как образ в зеркале. Посмотри, что ты будешь чувствовать после того, как обретешь в этом уверенность. Будешь ли ты в своем сне ликовать от восшествия на престол или будешь подавленным смертью родственника? Осознай, что самость – это самодостаточное зеркало, проецирующее и проявляющее этот мир. Самость – это чистое, незапятнанное сознание. Поторопись, осознай это быстро и обрети запредельное блаженство. Так заканчивается глава 13 о видении города холма в Трипура-Рахасье. Глава 14. Почему Вселенная является всего лишь простым воображением? Как обрести сильную волю, которая может сотворить ее? И как обрести наивысшую истину? Выслушав сына мудреца, Махасена стал размышлять со всей ясностью и серьезностью. Он пришел к заключению, что этот мир похож на сон, и избавился от своей печали. Обретая силу ума, его покой больше не нарушался. Затем он спросил своего спутника: «Великий и мудрый святой,
Ты знаешь и этот мир, и мир, который находится вне его. Я не верю в то, что есть что-либо, чего ты не знаешь. Пожалуйста, ответь мне сейчас, как ты можешь говорить, что все это чистое воображение? Сколько бы я ни воображал, мое воображение не материализуется. Но ты создал Вселенную силой своей воли. И все же, каким образом время и пространство отличаются в этих творениях? Пожалуйста, скажи мне. Будучи спрошенным об этом, сын мудреца ответил: воля замышляет результативно или безрезультативно согласно тому, насколько она однородна или прерываема нерешительностью. Разве ты не знаешь, что этот мир – результат желания Брахмы? Он выглядит реальным и постоянным, потому что изначальное желание столь могущественно. В то время как мир, порождаемый тобой, никто не принимает всерьез, и твое собственное недоверие делает его бесполезным. Концепции материализуются по следующим различным причинам. На основании естественной деятельности, как в случае с Брахмой, Творцом, благодаря владению живыми драгоценными камнями, как в случае с якшами и ракшасами, разновидностями небесных существ, при помощи трав, как в случае с богами, нектар считается содержащим экстракты чудесных трав, через практику йоги, как в случае с йогами, чудесной властью заклинаний, как в случае с отдельными ситхами, силой тапаса, как в случае с некоторыми мудрецами, и на основании дарованных благ, как в случае с архитектором Вселенной Вишвакармой. Вишвакарма – божественный мастер, творец Вселенной. Чтобы сделать новую концепцию эффективной, необходимо забыть старые ассоциации, и новая концепция будет продолжаться только до тех пор, пока она не будет заблокирована старыми. Концепция сильна, если ей не препятствует какая-либо предшествующая концепция, которая в противном случае разрушает ее. Она действенна только тогда, когда сильна и полна воли. Таким способом становятся достижимыми даже великие вещи. Твои концепции не материализовываются по вышеупомянутым причинам. Поэтому ты должен практиковать сосредоточение мысли, если желаешь, чтобы твои собственные творения имели место. Сейчас я расскажу тебе о различиях во времени и пространстве. Ты не сведущ в делах этого мира, и поэтому ты заинтригован всем этим. Сейчас я разъясню появление этих различий. Солнце помогает всем видеть, но ослепляет сов. Вода – место жительства рыб, но человек в ней тонет. Огонь сжигает человека, но является пищей для птиц титтири. Титтири – сноска куропатка, разновидность птиц. Огонь обычно тушится водой, но он властвует посреди океана во время растворения мира. Подобные несоответствия наблюдаемы повсеместно. Люди и животные участвуют в действиях с помощью своих членов и органов чувств. В
то время как духи делают это с помощью тел других. Подобные случаи неисчислимы. Их объяснение заключается в следующем. Зрение свойственно глазу, и оно не может существовать без него. Глаз желтого цвета видит все желтым, а поврежденный глаз создает двойственное изображение единственного объекта. Таким образом, неправильное видение – прямой результат ненормальных глаз. Говорят, что карандаки, живущие на Восточном острове, видят все красным. Также и жители острова Романака видят все вверх ногами. Можно услышать намного более странные истории подобного рода, которые обусловлены ненормальным зрением. Все эти искажения зрения могут быть исправлены соответствующим лечением. То же самое применимо и к другим чувствам, включая ум. Отношения между пространством и объектами и между временем и событиями соответствуют тому, как ты сам их оцениваешь. Между ними нет никаких свойственных им самим внутренних отношений. До сих пор, приводив доказательства того, что объекты и события происходят только внутри, он переходит к доказательству того, что для самости нет ничего внешнего. То, что обозначено людьми как внешнее, это просто источник и опора Вселенной, подобно полотну с его отношением к картине, показываемой на нем. Не могло быть ничего внешнего для той, в кавычках, внешности, кроме своего собственного тела. Как оно может быть сделано внешним от, в кавычках, внешности? Например, когда ты говоришь «за пределами холма», холм отстраняется от окружающего его пространства. Он не включается в него, но тело, наблюдаемо в пространстве, подобно тому, как и горшок. Поэтому тело должно быть внешним для наблюдателя. То, что наблюдаемо, находится в пределах диапазона освещения. Если же оно вне этих пределов, то его невозможно увидеть. Поэтому освещаемые объекты должны быть в пределах поля зрения источника света. Тело и так далее являются освещаемыми, потому что они сами объективированы. Освещаемое и источник света не могут быть одним и тем же. Опять же, источник света не может быть объективирован, поскольку разве есть наблюдатель, отличный от него самого? И как может освещение, посредством которого он видит, существовать отдельно от него самого? Невозможно поддерживать точку зрения, что источник света предоставляет свет и служит как объект, существующий отдельно от наблюдателя. Поэтому источник света не может допускать в себе никакой внешней примеси, и он есть освещение в совершенстве, только один, будучи сущностью всего. Он простирается как время и пространство. Они бесконечны и совершенны.
будучи вовлеченными как источник света, освещения и освещаемое. Что касается внутреннего или внешнего, то все заключено в освещении. Как тогда что-то может быть внешним, если только оно не похоже на вершину горы? Таким образом, вся Вселенная пребывает в освещении, которое сияет самостоятельно, само по себе, всюду и всегда. Это освещение – ее запредельное величество Трипура, Всевышняя. В Ведах она называется Брахман, вайшнавы называют ее Вишну, шиваиты – Шива, а шактисты – Шакти. Воистину нет ничего кроме нее. Она поддерживает все своим совершенством, как зеркало удерживает образы в себе. Она источник света по отношению к освещаемому. Объект погружен в освещение подобно образу города в зеркале. Подобно тому, как город не является чем-то отдельным от зеркала, также и Вселенная не отделена от сознания. Подобно тому, как образ – неотъемлемая часть чистого, гладкого, однородного и единого зеркала, также и Вселенная – неотъемлемая часть совершенного, целого, однородного и единого сознания, а именно самости. Мир не может быть наглядно выявлен со всей очевидностью. Пространство – это просто пустота, служащая для размещения материалов. Вселенная всегда и во всем – это проявление самости. Тогда возникает вопрос о том, как сознание, будучи пустотой, в то же самое время является плотным. Подобно тому, как зеркало, хотя и является плотным и непроницаемым, содержит в себе образ, также и чистое сознание является плотным и непроницаемым. И все же оно показывает Вселенную в силу своей самодостаточности. Хотя сознание является всепронизывающим, плотным и единственным, оно все же удерживает внутри себя движущееся и незыблемое творение, чудесное в своем разнообразии, без всякой непосредственной или изначальной причины для этого. Подобно тому, как зеркало остается незатронутым прохождением различных образов в нем и продолжает отражать так же ясно, как и прежде, также одно сознание освещает состояние как бодрствования, так и сна, что может быть проверено надлежащей медитацией. О царь, исследуй снова свои грезы и мысленные представления. Хоть они и совершенны во всех отношениях, все же они имеют мысленную природу. Сознание, пронизывающее их, совершенно очевидно остается незапятнанным перед сотворением мира или после его растворения. Даже во время существования мира оно остается незатронутым, как зеркало остается незатронутым образами.
Хотя абсолютное сознание является невозмутимым, незапятнанным, заполненным, плотным и единым, будучи самодостаточным, все же оно проявляет внутри себя то, что выглядит как «внешнее», в кавычках, подобно тому, как зеркало отражает в себе пространство, как нечто внешнее по отношению к себе. Это первый шаг творения, оно называется невежеством или темнотой. Возникая как бесконечно малая доля целого, оно проявляет себя так, как если бы было внешним по отношению к тому целому, из которого оно возникло, и обладает свойством чувства эго. Это проявление обусловлено скрытыми тенденциями, которые будут проявлены позже. Вследствие своего отличия от изначального сознания, оно предстает теперь как простая, неодушевленная энергия. Примечание. Комментарий гласит: непосредственно перед моментом творения абсолютное сознание выступает под именем Майя, а позже с проявлением эго оно называется авидья или невежество. Тонкое волнение в тишине обусловлено тонким временем, приводящим к раскрытию тех скрытых тенденций эго, которые не растворились окончательно в исконном состоянии во время последнего растворения Вселенной. Возврат к тексту. То сознание, которое освещает «внешнее» в кавычках, называется Шива-татва, в то время как личностное чувство «я» есть Шакти-татва. Примечание. Шива – это осознавание внешнего. Шакти – динамическая сила, использующая потенциальные тенденции индивидуального «я». Возврат к тексту. Когда осознавание внешнего, объединенное с «я», охватывает полное постигаемое пространство как «я», это называется Сада Шива Татва. Когда позже при отбрасывании отвлеченной отделенности самости от внешнего наступает ее ясная тождественность неодушевленному пространству, то это называется Ишвара Татва. Исследование последних двух шагов – это чистая видья, знание. Все эти 5 татв чисты, потому что они относятся к пока еще не дифференцированному состоянию, подобно непроявленной силе роста в семени. После того, как силой воли разделение делается проявленным, неодушевленная часть преобладает над одушевленной, что противоположно по отношению к прежнему состоянию. После того, как разделение четко установлено, это неодушевленное превосходство называется Майя-шакти. Оно подобно ростку, проросшему из семени. Сознание, сокрытое проявляемой множественностью с его ограниченной природой, получает название Пуруша. Она сокрыта 5 оболочками: кала – некое творчество, видья – некое знание, рага – желание, кала – время, распределенная жизнь, и нияти – установленный ход событий. Память личности, составленная из склонностей, приобретенных в результате участия в разнообразных действиях в предыдущих рождениях, теперь поддерживается разумом и пребывает в виде пракрити, природы.
Это пракрити тройственна, потому что плоды действий бывают 3 видов. Она проявляется как 3 состояния жизни. Бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон без сновидений. А затем она принимает имя Читта – ум. Эта память называется пракрити в глубоком сне без сновидений и читта в остальных 2 состояниях. Она всегда заключает в себе неодушевленный аспект склонности ума и одушевленный аспект разума. Когда склонности все еще остаются во временном бездействии без того, чтобы исчерпаться, то вся их совокупность называется авьякта, непроявленная. Различия возникают только в читте. В глубоком сне нет никаких различий среди индивидуумов, так что это пракрити, которая известна как читта при проявлении различий. Примечание. Сон характеризуется неразличением, и это справедливо для всех людей, вне зависимости от их умственной предрасположенности. Вместе с осознаванием тела одновременно проявляются и другие состояния. Личностные наслаждения, удовольствие и боль пребывают только в состояниях пробуждения и сна согласно внутренним предрасположенностям ума и пожинаемым им плодов. Когда один урожай собран, наступает сон. И потом уже нет ни наслаждения, ни развлечения согласно собранному урожаю. Когда память готова воспринять следующий урожай, сон отбрасывается и начинает проявляться развлечение. Итак, понятно, как одно неразличимое состояние проявляется как Вселенная во всем своем разнообразии и как она периодически растворяется. Возврат к тексту. Следовательно, ум читта – это пуруша, индивидуум, когда наступает очередь одушевленной фазы, и тот же самый ум есть авьякта, непроявленная, когда происходит утверждение пракрити природы, неодушевленного аспекта. Это читта трехгранна, согласно ее функциям, а именно эго, разум и ум. Когда она находится под влиянием 3 качеств, она проявляется в величайшем разнообразии следующим образом. Под влиянием саттвы, сияния, она становится 5 чувствами: слухом, зрением, осязанием, вкусом и запахом. Под влиянием раджаса – деятельности, речью, руками, ногами, органами выделения и размножения. Под влиянием тамаса – темноты, землей, воздухом, огнем, водой и эфиром. Всевышний разум играет с Вселенной подобным же образом, все время оставаясь незатронутым свидетелем своего собственного творения. Существующее творение есть умственное порождение Брахмы или Хиранья-гарбхи, Творца, назначенного силой воли изначального существа Шри Трипуры. Хиранья-гарбха – это золотой зародыш, плавающий в космических водах и давший начало жизни. Осознание «ты» и «я»
– это сущность любого вида творения. Такое осознание есть проявление запредельного сознания. В нем самом не может быть никаких различий, подобно тому, как нет никаких различий между тем пространством, что заключено в горшке, и тем, что снаружи него. Многообразие, проявляющееся в творении, обусловлено исключительно определенностями или разграниченностями, ограничивающими сознание. Эти определенности и ограниченности, такие как тело, ограничение возраста, это умственные образы Творца, согласующиеся с прошлым качествами индивидуума. Когда созидательная волевая сила истекает, то наступает распад и полное отсутствие разграниченности и многообразия. Что касается твоей силы воли, то она подавляется Творцом. Но когда это препятствие, пелена Майи, преодолевается вышеупомянутыми методами, то твоя сила воли также станет действенной. Время, пространство, грубое творение и так далее проявляются согласно образам замышляющего их лица. Некоторый определенный период – это только один день, согласно моему исчислению времени, в то время как это 12 тысяч лет, согласно Брахме. Пространство протяженностью примерно 2,5 мили Брахмы бесконечно, согласно мне, и содержит в себе целую Вселенную. Таким образом, они одновременно как истины, так и не истины. Подобным образом представь внутри себя холм, а также время в тонком смысле. Затем созерцай в них все творение. Все это будет продолжаться до тех пор, пока будет длиться твое сосредоточение. Даже практически вечность, и если твоя сила воли будет достаточно сильной. Поэтому я говорю, что этот мир просто вымысел воображения. О царь, этот мир сияет внутри проявленной сознательной самости. Поэтому то, что выглядит как внешний мир, в действительности образ на полотне ума. Таким образом, сознание и полотно, и образ, поэтому йоги способны видеть то, что находится очень далеко от них, и осознавать длительные промежутки времени. Они могут пересекать любые расстояния в одно мгновение и могут воспринимать все настолько ясно, как ягоды крыжовника, лежащие на ладони. Поэтому осознай тот факт, что мир – это просто образ на зеркале сознания. Развивай созерцание «Я есть», пребывай как чистое существо, и таким образом избавься от этого заблуждения о реальности мира. Тогда ты станешь подобно мне самому, единым и самодостаточным. Даттатрея продолжил. Слушая такую беседу с сыном мудреца, принц преодолел свое заблуждение, его разум очистился, и он понял окончательную истину. Затем он приступил к практике самадхи и стал самодостаточным, не зависящим от какого-либо внешнего фактора, и вел долгую и счастливую жизнь. Он перестал отождествлять себя с телом и стал абсолютным, как запредельное пространство, и в конечном итоге достиг освобождения.
Так что ты видишь, Бхаргава, что Вселенная всего лишь мысленный образ, столь же устойчивый, как сила воли, и не больше. Она не является независимой от самости. Исследуй этот вопрос самостоятельно, и твое заблуждение будет постепенно утрачивать силу и исчезать. Так заканчивается глава 14 об истории города Халма в Трипура-Рахасе. Глава 15. О том, что нужно знать, а что не нужно, и о природе самости. Слушая, как Даттатрея рассказывал чудесную историю города Халма, Парашурама все больше и больше приходил в изумление. Обладая ясным умом, он погрузился в размышления над поучениями своего учителя, а затем вернулся к нему и спросил его снова. «Господь, я рассмотрел смысл Твоих поучений, представленных в форме великолепных историй, которые Ты мне рассказал. Я понимаю, что только один разум реален и единственен, и что объекты являются всего лишь нереальными образами, подобно городу, отраженному в зеркале. Ее запредельное величество Махешвари есть сознание, проявляющееся как разум и осознающее весь ряд явлений, начиная с непроявленного состояния сна и заканчивая этим миром, проходящих в быстрой последовательности внутри. Все они, несомненно, обусловлены самодостаточностью того сознания, и они возникают без какой-либо непосредственной причины. Это то, что я понял после глубокого размышления. Но этот разум считается пребывающим за пределами познания, потому что он всегда остается как само чистое знание. Я не вижу, как он может быть осознан, если он превосходит это знание. Цели нельзя достигнуть без осознания этого. Цель – это освобождение. Какова его природа? Если кто-то может быть освобожден при жизни, то как тогда регулируется течение его освобожденной жизни, если это вообще возможно? И есть мудрецы, которые вовлечены в деятельность. Каково отношение между миром деятельности и их чистой сознательной сущностью? Как они могут вовлекаться в деятельность, все время пребывая в абсолютном сознании? Такое сознание может быть только одного рода, и освобождение, чтобы быть действенным, также может быть только одним. Почему же тогда эти различия обнаруживаются в жизнях джняни? Джняни – это знающие истину, мастера просветленные. Некоторые из них активны, иные учат священным писаниям, некоторые поклоняются божествам, другие пребывают в самадхи, некоторые ведут аскетический образ жизни и изнуряют себя, иные дают ясные инструкции своим ученикам. Некоторые весьма праведно правят царством, некоторые открыто спорят с другими школами мысли, некоторые записывают свои поучения и переживания, другие стимулируют невежество,
Отдельные даже совершают предосудительные и отвратительные действия, но все они известны в мире как мудрые люди. Откуда могут быть такие различия в их жизнях, когда не может быть никакого различия в состоянии освобождения общего для всех? Или же имеются ступени в достижении знания и освобождения? Прошу тебя, просвети меня в отношении этих вопросов, потому что я стремлюсь научиться истине и склоняюсь перед тобой, как перед своим единственным учителем. Будучи спрошенным об этом, Даттатрея был доволен вопросами и ответил достойному ученику следующим образом. Достойный Парашурама, ты воистину готов к достижению той цели, потому что ты сейчас встал на правильный путь исследования. Эта милость Бога поставила тебя на правильный путь исследования. А разве может кто-то достичь чего-либо достойного без божественной милости? Благотворная работа, неотъемлемо пребывающей в тебе божественной милости, завершается, когда обращение собственного ума внутрь день ото дня увеличивается в силе. То, что ты сказал, совершенно истина. Ты правильно понял природу сознания, но ты еще не осознал ее. Знание свойств вещи без фактического опыта, связанного с этой вещью, столь же бесполезно, как и отсутствие знания. Истинный опыт самости – это даже отсутствие осознавания «я есть». Может ли сохраняться мир после отсутствия такого осознавания? Знание, полученное из вторых рук, не лучше, чем воспоминания о сновидении. Подобно тому, как бесполезен доступ к сокровищам во сне, также бесполезно и знание, полученное из вторых рук. Я покажу тебе это на примере одной очень древней истории. Некогда жил один очень добродетельный царь, правивший Видехой. Сноска. Видеха – древнеиндийское государство в северной части нынешнего штата Бихар в VI-V веке до нашей эры. Столица Видехи – Митхила в современном Непале. Возврат к тексту. Этого царя звали Джанака. Он был очень мудрый и сведущий как в этом мире, так и в том, что за пределами этого. Однажды он совершал поклонение с жертвенными обрядами богини, воплощенной как самость. По этому случаю там собрались все брамины, пандиты, отшельники, критики, сведущие в ведах, участвующие в жертвенных обрядах и ритуалах и так далее. В то же самое время Варуна, бог вод, захотел совершить подобное жертвоприношение, но достойные люди не приняли его приглашение. Поскольку они были умилостливлены Джанакой, который посчитал их должным образом. Тогда сын Варуны, который был великим полемистом, пришел к ним. Он принял облик брамина, чтобы переманить на свою сторону пришедших к царю браминов. Войдя в царскую палату, он должным образом благословил царя и обратился к нему перед всем собранием со следующими словами. «О царь, твое собрание не столь хорошо, как это должно было быть.
Оно напоминает прекрасное озеро лотосов, испорченное воронами, галками и цаплями. Оно было бы лучше без этой мешанины, состоящей из несведущих людей. И я не нахожу здесь ни одного человека, который был бы украшением великого собрания, подобно лебедю на прекрасном озере лотосов. Да благословит тебя Бог, и я не хочу иметь никакого отношения к этому сборищу глупцов. Будучи таким образом оскорбленным сыном Варуны, все собрание обратилось в гневе к нему. «Ты, брамин-шарлатан, как ты посмел оскорбить всех, кто находится здесь? Какому такому знанию ты научился, которого недостает нам? Такой порочный человек, как ты, является просто блефующим обманщиком. Ты не должен уходить отсюда, пока ты не докажешь своего превосходства над нами. Здесь собрались великие пандиты со всего мира. Неужели ты надеешься превзойти их всех своей ученостью? Скажи нам, что же такое ты изучил, в чем ты воображаешь себя более опытным по сравнению с нами?» Вызванный на состязание этими словами, Варуна ответил: «За минуту я превзойду вас всех во всех спорах. Но споры будут иметь место только при условии, что если я буду побежден, то вы выбросите меня в море, а если вы будете побеждены, то я отправлю вас в море одного за другим. Если вы согласны с этим условием, то давайте начнем спор». Они согласились, и начались упорные споры. Вскоре пандиты были побеждены обманчивой логикой оппонента и сотнями были погружены в море. Тогда слуги Варуны забрали утонувших пандитов и доставили их к тому месту, где Варуна задумал совершить жертвоприношение, где они были встречены с должным уважением, что сделало их очень довольными. Среди утонувших подобным образом был некий человек по имени Кахоэла. Его сын Аштавакра, услышав о судьбе своего отца, поспешил к дворцу Джанаки и вызвал на поединок этого спорщика, искусного в софистике. Теперь притворщик был побежден и незамедлительно приговорен к тому, чтобы быть сброшенным в море юным мстителем. Тогда Варуна сбросил во дворце свою маску и вернул назад всех людей, ранее утопленных в море. Сына Кахаэлы начало распирать от гордости, и он стал оскорбительно вести себя перед собранием. Пандиты чувствовали себя униженными и уязвленными этим юнцом. И в это мгновение прямо посреди них появилась отшельница, к которой оскорбленное собрание обратилось за помощью. Вдохновляя их в своих ожиданиях, очаровательная дева со спутанными локонами и одеждой отшельницы удостоилась высокого почтения со стороны царя и заговорила приятным, но твердым голосом: «О дитя, сын Кахаэлы, ты действительно достиг очень высокой степени совершенства, поскольку эти брамины были спасены тобой после того, как ты победил Варуни в дебатах. Я хочу задать тебе короткий вопрос, на который, пожалуйста, дай прямой ответ, недвусмысленный и откровенный. Что это за состояние, при достижении которого наступает абсолютное бессмертие?
при познании которого исчезают все сомнения и всякая неуверенность, и после утверждения в котором исчезают все желания. Если ты реализовал то неограниченное состояние, пожалуйста, скажи мне об этом прямо. Будучи спрошенным отшельницей, сын Кахаэлы ответил с уверенностью: «Я знаю его. Послушай, что я скажу. В мире нет ничего, чего бы я не знал. Я с большой тщательностью изучил все священные книги, поэтому выслушай мой ответ. То, о чем ты спрашиваешь, это изначальная и действенная причина Вселенной. У этой причины нет начала, середины или конца, и она не затрагиваема временем и местом. Это чистое, неразрывное, единое сознание. Весь мир проявлен в нем, подобно городу в зеркале. Таково то запредельное состояние. При его осознании человек становится бессмертным. Тогда уже нет места для сомнений и неуверенности. Больше нет причины для невежества, как это было прежде при наблюдении неисчислимых отраженных образов, и больше не будет места для желания, потому что запредельность уже испытана. Оно также непостижимо, потому что нет никого, кто бы знал его, помимо самого этого состояния. Отшельница, сейчас я рассказал тебе истину в том виде, как она содержится в священных писаниях. После того, как Аштавакра закончил, отшельница заговорила снова. «Юный мудрец, то, что ты сказал, правильно и принято всеми. Но я обращаю твое внимание на ту часть твоего ответа, где ты признаешь непознаваемость того состояния из-за отсутствия знающего, который пребывал бы за пределами сознания, а также, что знание о нем дарует бессмертие и совершенство. Как можно согласовать эти два утверждения? Либо признай, что сознание непостижимо, что оно не познано тобою, и таким образом сделай вывод о том, что оно не существует, либо скажи, что оно существует и что ты познал его, и поэтому оно не является непостижимым. Совершенно очевидно, что ты высказываешь знания, полученные из вторых рук, добытое из священных писаний. Ясно, что ты не осознал его, и поэтому твое знание не является личным знанием. Теперь подумай. Твои слова сами говорят об этом. Ты обладаешь собственным знанием образов, но не зеркала. Как такое может быть? Скажи мне теперь, не стыдишься ли ты своего увиливания от ответа перед царем Джанакой и его собранием? Получив такое замечание от отшельницы, Аштавакра на какое-то время утратил дар речи, потому что он почувствовал себя пристыженным и посрамленным. Он склонил голову, раздумывая над услышанным. Однако юный брамин не смог найти никакого удовлетворительного ответа на ее вопрос. И тогда он склонился перед ней с большим смирением. «О, отшельница, воистину, я не могу найти ответа на твой вопрос.
я склоняюсь пред Тобой, как Твой ученик. Молю Тебя, скажи мне, как согласовать эти два утверждения священных писаний. Но я ручаюсь Тебе, что я не говорил преднамеренной лжи, поскольку я знаю, что любые заслуги лжеца могут быть сведены на нет его ложью, и он будет осужден как презренный. Будучи спрошенной подобным образом, отшельница была довольна искренностью Аштавакры и сказала ему в присутствии всего собрания: «Дитя, есть многие, которые, пребывая в невежестве об этой возвышенной истине, живут в состоянии заблуждения. Сухая полемика не поможет достижению реальности, поскольку она хорошо охраняется со всех сторон. Из всех людей, сейчас собравшихся здесь, никто не переживал реальности, кроме царя и меня самой. Это не предмет для обсуждения. Даже самая блестящая логика может помочь только приблизиться к ней, но никогда не сможет достичь ее. Хотя она и находится вне пределов досягаемости логики, вкупе с острым интеллектом, все же она может быть осознана служением собственному гуру и милостью Бога. О ты, кто сам сын мудреца, слушай меня внимательно, поскольку это трудно понять, даже когда это услышано и разъяснено. Слушание этого 1000 раз будет бесполезным, если человек не проверит эти поучения посредством исследования самости с сосредоточенным умом. Подобно тому, как принц, пребывающий в заблуждении о том, что жемчужное ожерелье, которое по-прежнему висит на его шее, кем-то украдено, и напряженно пытающийся найти это ожерелье, не может быть убежден в противоположном одними только простыми словами, но поверит в это только тогда, когда он найдет его вокруг своей шеи, благодаря собственным усилиям. Также, о юнец, каким бы смышленым человек не был, он никогда не познает собственную самость простым поучением других до тех пор, пока он не осознает ее для себя. В противном случае он никогда не сможет реализовать самость, если его ум направлен вовне. Лампа освещает все вокруг, но она не освещает себя или другой свет. Она сияет сама по себе, без других источников света. Вещи сияют в солнечном свете без необходимости в какого-либо иного освещения. И хотя лучам света не требуется быть освещаемыми, разве мы говорим, что они неизвестны или что они не существуют? Следовательно, раз это происходит так со светом и вещами, которые благодаря этому становятся доступными для познания сознательной самостью, то разве может у тебя быть какое-то сомнение в отношении абсолютного сознания, а именно самости? Свет и вещи, будучи неодушевленными, не могут обладать самоосознанием. Однако их существование или проявление вне всякого сомнения. Это означает, что они самосияющие.
Разве подобным образом ты не можешь провести исследование умом, обращенным внутрь, чтобы выяснить, сознательно или несознательно всеобъемлющая самость? Сознание абсолютно. Оно превосходит 3 состояния – бодрствующее, сон со сновидениями и глубокий сон. И охватывает всю Вселенную, заставляя ее проявляться. Ничто не может быть постигнуто без его света. Разве будет что-либо выявлено тобой, если не будет сознания? Даже для того, чтобы сказать, что ничего не выявлено тобой, как это происходит во сне, требуется свет сознания. Разве твое осознавание твоего неосознавания во сне не обусловлено сознанием? Если ты хочешь обнаружить его извечный свет, тогда тщательно исследуй, существует ли этот свет сам по себе или нет. Каждый испытывает неудачу в этом исследовании, каким бы образованным и искусным он ни был, потому что его ум не обращен внутрь, но беспокойно мечется, как направленный наружу. До тех пор, пока возникают мысли, обращение ума внутрь не будет достигнуто. Пока ум не обращен внутрь, самость не может быть осознанна. Обращение вовнутрь означает отсутствие желания. Как ум может быть сосредоточен внутри, если желания не оставлены? Поэтому стань бесстрастным и пребывай внутри как самость. Такое пребывание происходит самопроизвольно, не требует никакого усилия, чтобы пребывать в самости. Это реализуется после того, как устранены мысли и прекращается исследование. Запечатли в себе это состояние после того, как ты выйдешь из него, и тогда ты будешь знать все и значение всего этого, которое будет одновременно постижимым и непостижимым. При таком осознавании непостижимого наступает вечное бессмертие. Теперь я закончила. Приветствие тебе. Прощай. Но ты еще не понял моих слов, потому что сейчас ты первый раз услышал истину. Этот царь, мудрейший среди людей, сможет помочь тебе понять. Поэтому спроси его снова об этом, и он развеет твои сомнения. Когда она произнесла эти слова, она удостоилась почетного признания со стороны царя и всего собрания, а затем тут же растворилась в воздухе и исчезла из виду. Я рассказал тебе сейчас о Парашурама, метод самореализации. Так заканчивается глава 15, посвященная разделе об Аштавакре в Трипура Рахасье.